проект, но также параллельно Казну отдельно подписаны на ресурс, который называется Seval. Это аналитический инструмент, и еще другие ресурсы, это как Funding Institutional, и также подписаны на другие ресурсы. Все ресурсы, в принципе, вам доступны на страничке библиотеки, но, опять же, если вам нужна консультация, то лучше просто один раз сходить в библиотеку, полностью проконсультироваться, и уже потом вы можете удаленно всеми ресурсами пользоваться. Сегодня и вот этот цикл вебинаров был по 3 основным ресурсам, это Scopus, ScienceDirect и Seval. И также вчера был тренинг по ресурсу, который доступен бесплатно. Это Mendeley, это реферативный менеджер. Да, здесь пишут, что вы писали мне на почту. К сожалению, я не получила, наверное, потому что все, кто мне прислал, я выслала ссылки. Ну, еще раз напишите, потому что я перепроверю спам тогда. Потому что все письма, которые я получила, на все я ответила. Он жетісінде сертификат ала алмадыңыз, неге? Хат келмеді ма, жоқ әлде не болды? Или инструкциямен ала алмадыңыз ба? Ну, оны лучше менің e-mail'ыма жіберсеңіз, ондай сұрақтарды, и сразу өзіңіздің, егер де жүктей алмасаңыз, просто скриншот жіберсеңіз, мына жерде менде қате шығып тұр деп. Сол қатені жөндеуге тырысамыз. Загрузка болмай тұр. Я маған просто e-mail'ге скриншотын жіберсеңіз. Жарайды, давайте начнем. Сертификат надо день в день брать. Нет, как я уже сказала, сертификаты приходят. То есть ссылка на сертификат. Ссылка на сертификат вам приходит через 2 дня. То есть, например, вебинар был 16-го, ссылка на сертификат приходит 18-го. Семинар был 17-го, ссылки на сертификат, на видео, на все приходят в письме на 19-го с утра. Ну и так далее. То есть через 2 дня Zoom автоматически отправляет. Сегодня мы будем говорить о том, как писать лид-обзор, как искать литературу для лид-обзора и как писать лид-обзор с помощью Scopus, ScienceDirect и Seval. Ну, прежде чем писать лид-обзор, первое, что нужно понять, лид-обзор – это обычно информация. Это называется фильтрованная информация, то есть вы читаете какую-то определенную литературу, и потом уже из этой литературы выводите какие-то теоретические основания. Все, что не обзоры, это называется нефильтрованная информация, то есть какие-то оригинальные исследования с использованием разных методик. Но здесь пирамида доказательности представлена для наук о жизни и доказательств, касающихся людей и животных. То есть, чтобы информация была доказательной, чтобы мы могли использовать, вот нам нужно идти по этой пирамиде, то есть сначала мнение экспертов, потом большую доказательность имеется case studies, какие-то отчеты о каких-то случаях, когортные исследования, потом рандомизированные контрольные исследования, ну и в когортные исследования входят еще разные исследования, но вот общий зонтик когортных исследований. И это все нефильтрованная информация, это значит, там вы
даете отчет, даете информацию по определенной выборке людей и животных, и уже дальше публикуете свою информацию. И дальше по доказательности, по доказательной пирамиде идут критические обзоры, статей, потом критические обзоры и указания, то есть guidelines или по каким-либо тематикам. И после этого идут lead-обзор, scoping review – это обзор на область исследования, систематический обзор, и уже вот на краю пирамиды находится мета-анализ. И потом уже мета-анализы, систематические обзоры собираются в книжки, монографии. После этого все это объединяется в энциклопедии, уже какие-то теоретические основы, они уже больше идут из энциклопедий. Поэтому, прежде чем писать обзор, опять же, нужно решить, а зачем я хочу это делать, что мне нужно. Пишем мы лид-обзор для того, чтобы предоставить справочную информацию для обоснования своей гипотезы, и поэтому мы делаем обзор по какому-либо научному вопросу, и, может быть, какие-то конкурирующие гипотезы можем описать для демонстрации важности выбранной темы и для предоставления пробелов в области исследований. И эффективный литературный обзор, он излагает важные направления исследований, оценивает слабые и сильные стороны существующих исследований, выявляет потенциальные пробелы в знаниях и устанавливает потребности в текущих или будущих исследовательских проектах. С чего мы начинаем лид-обзор? С тех же шагов, как и обычную статью. Сначала мы задаем вопрос «Зачем?», потом мы задаем вопрос, для какой аудитории это я пишу, зачем я это пишу, для кого я это пишу. И после этого мы садимся планировать, выбираем темы, и если я пишу систематический обзор или мета-анализ, то мне обязательно нужно зарегистрировать эту методологию в международных баз данных. В зависимости от предмета они отличаются, то есть, кто в медицине делает, вы знаете, есть несколько баз. Есть области исследования, где только одна база, где вы регистрируете, есть области исследования, где есть другие базы, но опять же это зависит от области исследований. Поэтому для каждой области исследования своя база, свои требования для систематических обзоров. После этого по методологии собираем информацию, читаем другие лид-обзоры и идем дальше. Анализируем, собираем всю информацию. И очень важен этап выбора журнала, потому что есть журналы, которые публикуют лид-обзоры, есть журналы, которые не публикуют вообще никаких обзоров, есть журналы, которые сами делают заказы на систематические обзоры, есть журналы, которые делают заказы на мета-анализы, и есть журналы, которые делают заказы на scoping review. То есть, опять же, все очень конкретно, и всегда нужно знать, зачем я делаю, что я делаю, и после того, как я пойму, что я делаю, я вот именно по этой рамке ищу себе журнал. Не все журналы хотят публиковать обзоры, поэтому очень важно подобрать тот журнал, который мне подходит. Пишем черновик, редактируем, дальше работаем уже по обзору. Давайте посмотрим на этапе исследования и сбора информации. Этап планирования и выбора темы, он в принципе не отличается от того, что мы с вами смотрели, от того, что мы с вами смотрели в первый день. То есть он практически, он вообще не отличается, то есть вы используете тот же метод, просто ищите для обзора. Как в этом может помочь Scopus? Заходим на страничку Scopus. Я пока буду объяснять, камеру отключу, потому что у меня что-то с камерой.
она зависает. Открываю Scopus. В Scopus набираю ключевые слова. Ключевые слова, как мы уже с вами на протяжении 5 дней говорим, они должны вводиться на английском языке. Если я не знаю своих ключевых слов на английском языке, то пользуюсь Google переводчиком и уже после этого использую эти ключевые слова. Ой, здесь хороший вопрос, я на него отвечу позже. Здесь вопрос по принтам, то, что некоторые журналы предлагают подать на препринт. Мол, широкая рецензия обеспечивается, и быстрее найдете журнал подходящий. Что посоветуете, стоит ли подавать? Отличный вопрос, спасибо большое. Давайте сейчас мы закончим с литобзорами, и я сразу расскажу про препринты. Набираем свои ключевые слова. Я набираю это слово, потому что по этому ключу, это поскольку очень такая, достаточно новая отрасль, междисциплинарная отрасль исследования, это экономика непрерывного цикла, и там очень много обзоров сейчас идет разной масти, на разном этапе, разной структуры доказательности, и вот на разном этапе пирамиды, поэтому используя это слово, вы забиваете свое ключевое слово, которое вам нравится. Здесь просто прям такое показательное слово, и мы сразу все можем найти. Нажимаю Search, вижу 21 тысяча документов. И я помню, у меня сейчас цель написать обзорную статью, написать литобзор. Чем отличается литобзор от других видов обзорных статей? Литобзор отличается тем, что это пишет один или группа авторов по какой-либо гипотезе или по какому-нибудь широкому вопросу и просто собирает систематически какую-то теоретическую информацию. В литобзоре методика более такая широкая, не такая... там нету таких строгих рамок, как для систематических обзоров, или как для метаанализа, или как для scoping review. Поэтому, когда я пишу литобзор, первое, что я делаю, я ищу литобзор и читаю. То есть мы помним, если я хочу написать статью, то мне нужно прочитать статью, а потом только садиться писать. Если я хочу написать литобзор, то сначала я читаю литобзор по своей тематике, и потом уже, переварив это, сажусь писать свой литобзор. Чтобы хорошо писать, нужно хорошо читать. То есть истина для всех, истина, которую многим говорили в 3 классе, кому-то это уже говорят во 2 классе. Чтобы написать сочинение, нужно прочитать литературу, связанную с этим сочинением. Так, вот мы набрали, мы ищем с вами литобзор, поэтому вот сюда я нажимаю слово, то есть я ограничиваю свой поиск только литобзорами. Уже видим 6000 документов, выбираю по годам, 2-3 года вниз, много мне не надо. Могу выбрать по области исследования, если для меня это важно, если я докторант и выбрала вот это первое правило, что я защищусь то есть одна статья у меня будет обзорная статья, а 2 остальные уже по методологии, по результатам. Но вот одна статья у меня будет обзорная, и я защищусь диссертацией. Если я выбрала этот путь, то здесь не обязательно выбрать область исследования, потому что при защите на это тоже смотрят, и это у некоторых диссоветов это входит, у многих диссоветов на территории Казахстана это является одним из требований. Есть диссоветы, которые принимают мультидисциплинарные журналы, но опять же, все зависит от вашего диссовета, поэтому это нужно сначала согласовать с диссоветом по журналу и области исследования, которые публикуются в журналах. И дальше по типу документа я выбираю обзор.
И по типу источника выбираю журнал, потому что я хочу писать обзорную статью в журнал. Ограничиваюсь. И все, веду тематический поиск. Читаю, думаю, подходит мне, не подходит. Подходит, не подходит. Подходит, не подходит. Вот, например, вот это подходит мне. Как раз я вижу, что это не систематический обзор, потому что если бы это был систематический обзор, здесь бы было бы написано Systematic Review. А здесь не написано, здесь написано просто Review. Здесь как раз написано Literature Review. И вот. Нажимаю на опцию полного текста и читаю. И поскольку эта статья в журнале Elsevier, мне она доступна для прочтения, потому что у меня есть подписка на Science Direct через... Ну, у вас есть подписка на Science Direct через Казну аккаунты. Читаю. Это вот все делаю. И вот здесь вот, если кто участвовал вчера, помнит Mendeley. Вот он мне выходит. Я могу сразу перейти в PDF, посмотреть Mendeley. Это через Science Direct. И уже себе в библиотеку это все скачать. Ну и так далее. Вот так вот я могу все смотреть. Здесь вопрос. Я зарегистрировалась в Scopus по Core-почте, подтвердила аккаунт через эту почту, но у меня поиск не работает, выходит ошибка, мне нужно подойти в библиотеку. Да, но сначала попробуйте почистить свой кэш. То есть из-за этого может быть ошибка. Почистить кэш – это значит почистить историю поиска в своем Google браузере. Почистите историю поиска, попробуйте снова перезагрузить, зайти, и если не получится, то подойдите в библиотеку. Потому что, скорее всего, это не проблема с доступом, а проблема или с интернетом, или с самим браузером. Вот смотрю, вот здесь вот. И вот здесь вот мы видим, что они не использовали никакую-то... Ну, здесь у них была систематика. Они даже собрали информацию, то есть они сначала сделали литобзор, а потом сделали интервью. То есть у них был quantitative анализ, theoretical анализ, теоретический анализ и качественный анализ. Они два этих метода совместили и написали статью. Но вот здесь вот мы видим, что литобзор, они просто вот здесь вот пишут, мы взяли эти ключевые слова, в Scopus посмотрели, взяли промежуток от 16 по 19 год и нашли 84 исследования оригинальных. После этого все прочитали и потом начали проводить интервью. Дали экспертам это прочитать, и потом мы уже провели интервью с этими экспертами и вывели теоретическую рамку. То есть вот так вот они сделали. То есть это наполовину даже документ, это называется policy документ, это экспертные мнения, документ для принятия каких-то политических решений и плюс научно-политический документ, скажем так. И вот здесь вот они все сделали, описали. И здесь они больше вывели теоретическую рамку. То есть results. Conclusion. Ну, здесь можно почитать. Вывели теоретическую рамку. И здесь, когда вы читаете обзорные статьи, очень важно найти ответить себе на этот вопрос, а какие пробелы в знаниях они нашли. Почему? Потому что если вы пишете по пробелу какому-то в знаниях, то вас уже интереснее читать, и вы так как в более выигрышной позиции для рецензентов, для редакторов, потому что вы заполняете этот пробел. Поэтому очень важно здесь вот в conclusion и в discussion, в дискуссии и в выводах именно найти вот эту часть, где они описывают по пробелам в знаниях.
С любой почты нужно, напишите мне на почту, просто я вот на все e-mail, которые получила, я на все вечером, как освободилась, я ответила. Если ваше письмо не получила, я не знаю, почему не получила. То есть просто перенаправьте заново. Вот на мой e-mail, который я написала в чат. Я не знаю, почему я не получила ваше письмо. Я перепроверю спам, может быть, он в спам ушел. Это что касается первого этапа. После этого первого этапа мы с вами использовали Scopus и Science Direct. Что я делаю после? После того, как я нашла рамку для литературного обзора, я уже должна делать обзор не на сами литературные обзоры, на оригинальные статьи по моим фильтрам. Здесь, например, они посмотрели оригинальные статьи в Scopus за 2016-2019. Я могу продолжить и посмотреть за 2020. То есть начиная с 2020, потому что эту документацию они не включили. И вот здесь вот уже искать по типу документа не review, а article, журнал, ограничиться. И когда мы выбираем по ключевым словам, по ограничениям по годам, по типу документа. И дальше мы ведем, то есть первый этап лид-обзора – это тематический поиск. То есть что я делаю? Я читаю и думаю, подходит мне, не подходит. Здесь мы нашли 10 тысяч документов, мы можем как-то еще больше сузить поиск. Ну или если не получается, то мы так вот делаем. И вы помните, то есть когда мы делаем обзор, сначала мы делаем поиск по теме, и вот на этом этапе у нас очень много статей отфильтруется. То есть, например, сейчас 10 тысяч, а я, например, из этого выведу только 200. Вот, например, вот это мне подходит, вот это, вот это. По тематике мне подошло 200 статей. После этого я здесь нажимаю «Скачать», CVC экспорт. Что это значит? Сейчас он мне скачает в Excel документе, чтобы я могла отдельно уже провести поиск по абстрактам. Ну, здесь выведем документ title, например, EID и абстракт. То есть все, что нам нужно, всю информацию, но самое главное абстракт. Экспортирую. И вот здесь вот CVS документ у вас открывается. CVS – это текстовый документ, это не Excel-овский документ. Чтобы это было как в Excel, я должна преобразовать свои данные. То есть вот здесь вот у меня будет text to columns. Или если у вас документ Excel 2016 и выше годов, то вы можете просто сделать data, get data, from file. Здесь вот он сразу вам все сам преобразует. Но если Excel 2010 года, там бывают ошибки обычно, поэтому или через конвертер, или через вот data и text to columns. Вот. И вот он мне вывел Excel. Зачем я это делаю? Мне так, видите, удобнее. Я сразу могу прочитать вот этот абстракт и уже сделать поиск по абстрактам. Читаю, думаю, не подходит, подходит. И вот так вот я уже из 200, например, статей выбираю там 10 статей, которые мне подходят для лид-обзора по абстрактам, потом, ну или 20 статей, потом читаю эти абстракты. Из этих абстрактов мне подходит только 10, и после этого только я читаю полные текстовые статьи, и из этих 10 статей я делаю лид-обзор. То есть вот так вот я использую инструменты Scopus для моего лид-обзора и инструменты Science Direct. В Science Direct сертификат дается на каждый вебинар. Да, вот так вот я использовала Scopus и Science Direct. Science Direct я могу использовать отдельно. Просто захожу в Direct.
И вот здесь вот по своим ключевым словам нахожу сразу полнотекстовые статьи. То есть Scopus — это у нас база данных абстрактов от 7000 издателей из 25 тысяч журналов. Science Direct — это только один издатель, это Elsevier и журналы Elsevier, и вот контент журналов Elsevier. Но многие журналы Elsevier, они идут из Q1 и Q2, поэтому так вы читаете сразу Q1, Q2. Здесь я беру review articles, те года, которые мне нужны, и он сразу мне показывает по моим ключевым словам. Например, вот это мне подходит, читаем. И то, что вчера мы показывали, у Science Direct есть алгоритм, который рекомендует похожие статьи. Есть алгоритм, где можно перейти сразу на ту часть, которая мне интересна. И ну, вот здесь вот вы видите цитирование. Здесь в Science Direct есть еще такой инструмент, как Plum Metrics. Это есть и в Scopus, и вот в Science Direct. Что показывает Plum Metrics? Plum метрики показывают более расширенные метрики, чем цитирование. То есть, например, документ был опубликован в 2022 году. В 2022 году в марте. Статья жила не такое уж большое количество времени, и она, ну, непонятно, она будет популярна или не будет, но есть быстрые метрики, то есть мы можем посмотреть, сколько людей ее прочитали, сколько людей ее твитнули, сколько людей ее использовали в Фейсбуке, ну и так далее и тому подобное. Это все фиксирует Plum метрики. Например, вот эту статью 22 человека читают в Mendeley и 2 твиттера у этой статьи. Вот мы можем посмотреть, но сам автор твитнул свою статью. Да, это мы тоже видим. И вот так вот мы можем проанализировать статью. Да, потому что у этой, например, статьи нету пока цитирования. Она вышла в декабре 2022 года, то есть она пока пожила только месяц, поэтому у нее точно нет цитирований. Но мы видим, уже 22 человека ее прочитали. 2 твита — это сам автор твитнул себя, но мы видим, что есть какой-то интерес к этой статье. Это то, что касается Science Direct. Теперь давайте ответим на вопрос, а как мне найти журнал, который хотел бы меня опубликовать, хотел бы опубликовать этот литобзор. Все очень просто, стандартный поиск, который мы с вами вели. На день 3 у нас был, как мы ищем журнал. Набираем ключевые слова. Набираем ключевые слова. Выбираем 3-2 года вниз. Поскольку мы хотим написать обзор и опубликовать обзор, тип документа выбираем обзор. И тип источника мы выбираем журнал. Ограничиваемся, и так он нам показывает обзоры, которые были опубликованы. И я руководствуюсь принципом, если этот журнал опубликовал их обзор, то мой он тоже опубликует. И вот так вот я иду, например, вот здесь вот. Вот это мне нравится. Я захожу в журнал. Вижу, что этот журнал публикует абстракты в Scopus до настоящего времени, сайт-скор 15,8. Это значит, что в ближайшее среднее цитирование на статью за прошедшие 4 года. То есть если я здесь опубликуюсь, я примерно получу 15 цитирований. Вроде подходит. Смотрю на персентили 98, 98, 97, 92. Везде в первом квартале журнал. Во всех областях. Покрывает широкую область, да, где-то 6 тематик. Такой вроде хороший журнал. Перехожу на домашнюю страничку. И первое, что я сделаю, это читаю About Journal, цели и задачи. И вот там будет написано: мы журнал, который публикует обзоры вот такие-то, такие-то. Или мы журнал, который не публикует обзоры. И не высылайте нам эти обзоры, мы их вообще не будем читать и публиковать тоже не будем. Вот, Aims and Scope. И здесь вам нужно искать. Вот. Нашла, а потом
А какие обзоры? Как для них надо писать обзор? Захожу в гид для авторов, и здесь ищу раздел «Обзор». Нашла раздел «Обзор», и уже дальше по их методологии иду. Scoping review, systematic review, чем отличаются от литературного обзора, они более систематизированные. То есть, например, scoping review, давайте посмотрим один хотя бы обзор вот из этого журнала. Ну вот, например, вот этот обзор. Review of micro-level. И здесь сразу перейдем на методологию. Это был систематический обзор, и вот она методология. То есть вся методология у систематических обзоров, она одинаковая. Первое, вы выбираете ключевые слова, второе, вы выбираете базы данных, которых вы будете искать. Например, вы можете выбрать Scopus и Web of Science. Дальше вы вводите одинаковые ключевые слова, одинаковые знаки в обе базы данных и смотрите. Здесь у них должно быть... Сколько чего они нашли. Давайте. Если этой таблицы нет, давайте другой посмотрим. Сразу методологию. Ну вот они говорят, что мы искали Scopus, Web of Science, EBSCO. Вот эти были наши ключевые слова. В общем, мы нашли 4000. Первый поиск, второй поиск. Потом выбрали с 79 по 20 год. Потом по тематике мы прочитали эти все названия статей и выбрали 694 статьи. Потом применили критерии включения и исключения, и вышло у нас 273 статьи. Прочитали их абстракты, из них выбрали 109 полнотекстовых статей, и уже по ним делали полный обзор. Это scoping review и systematic review. Отличие scoping review и systematic review – это в количестве команд, которые это делают. Scoping review может делать один человек, может делать одна команда. Systematic review делают несколько команд в нескольких университетах, и это обязательное условие. Систематический обзор, он должен проводиться несколькими учеными, которые между собой отличаются. Почему? Потому что так обеспечивается систематичность и исключается bias. И они друг друга перепроверяют, и то есть вот этот вот алгоритм поиска проводят все три команды, потом они вместе садятся и говорят, да, вот у нас вот так получилось, эти говорят, у нас так, сравнивают результаты и оставляют только те статьи, которые были во всех трех поисках, которые получилось у всех трех команд. И включают уже только те статьи, с которыми согласны все три команды. Три команды, чтобы при голосовании там не было равного количества голосов, например. То есть я голосую за того, чтобы включить эту статью в обзор, а там двое голосуют против, тогда мы исключаем. И наоборот. То есть, поэтому как минимум три команды, и всегда должно быть нечетное количество команд, которые решают. И вот этим отличается систематический обзор. И мета-анализ, он отличается тем, что исследования из этого систематического обзора, стат-исследования, они подвергаются общей стат-обработке. То есть это значит, все их данные мы соединяем в одну таблицу и уже анализируем эту таблицу как одно большое исследование. И этим отличается мета-анализ от систематического обзора. И вот так вот ищем тот журнал, который нам больше подходит, думаем, что мы хотим написать и как мы это будем писать. Это Scopus и Science Direct. Как мы можем использовать Scival? Как я уже сказала, чтобы написать систематический обзор или мета-анализ, мне нужны люди, мне нужны другие люди.
И вот здесь вот как раз вам может помочь Сайвал. То есть вот здесь вот я вижу, что, ну вот по моей тематике написал вот этот вот человек. Вижу вот Кристин Хейди Симон, Масарак Метальберг. Я их пробую найти. Кристин Хейди Симон. Я их пробую найти в Сайвале, проанализировать их профили. Также я могу сделать аналитику по трендам. Давайте найдем этого человека. Чтобы найти человека, нажимаю на символ «человек». Здесь вот Add New. Кристен. Вот, Хейди Симон. И пробую найти. И вот, добавляю. И вот здесь вот она у меня будет. И вот можно ее проанализировать, ее профиль, по каким тематикам она пишет. Так проанализировать ее профиль и посмотреть, а может быть мы вместе можем написать какой-то обзор и вот так вот сделать систематический обзор в 3 командах, потому что она уже писала обзор. Давайте предложим. Еще, как я могу использовать Сайвал? Я могу посмотреть, кто же у меня в университете тоже делал обзоры, и посмотреть, как это все. Вот Аль-Фараби University, это я могу в Scopus тоже сделать, но в Сайвале у меня будет больше аналитики. Вот, View List of Publications. И вот здесь вот сразу смотрю, давайте за 22-й, кто у меня в Аль-Фараби университете написал обзорную статью. Давайте посмотрим. И вижу Утриша Дойша. Вот, вижу a review on preparation methods, metal organic framework based и так далее. И, например, мне это подходит. Ну, или вот это, да. Вот, прополис. Хочу посмотреть. И вот здесь вот ищу. Это обзорная статья. И ищу, кто из Казну это написал. Здесь очень много. Вот F. Вот, Онгалбек Дамира. Давайте посмотрим. Ну, у нее пока одна статья. Давайте посмотрим еще, кто есть. Аискалиева Балакас. Вот, больше статей. То есть вот так вот я могу посмотреть, с кем я могу сотрудничать уже из своего университета. То есть Сайвал вам нужен, чтобы посмотреть аналитику более глубокую по организации, по автору, по тематикам, по публикациям. Scopus для поиска нужен публикации. То есть вот так вот мы используем все 3 инструмента для написания литературного обзора, или scoping review, или систематического обзора, или мета-анализа. Еще в Science Direct есть такая кнопочка. Она пока в бета-версии идет, но сейчас ее дорабатывают. То есть когда вы заходите в журналы и книги, вот здесь вот есть Call for Paper. Что такое Call for Paper? Это журналы дают объявления у себя на страничке, говорят, мы вот в этом году хотим сфокусироваться на вот этой тематике. И вы смотрите, если те журналы, которые и вот по тематике выбираете тот журнал, который вам подходит, и смотрите. Если есть call for paper на эту тему, то смотрите. Если обзоры, если нет обзоров, связывайтесь с редакцией, говорите, вот мы такая-то команда, хотим написать обзор, как вы на это смотрите? Вот, например, давайте посмотрим.
Circular Economy. Просто дала свое. Читаю что-нибудь. Вот. И вижу, и вот здесь вот editor, смогу их прочитать, но самое главное, здесь у меня есть e-mail. Да, то есть здесь у меня вот, могу написать в этот журнал сам. Сами журналы. Вот здесь у меня. Так, почему здесь у меня не выходит email? А вот. About editorial board. И вот здесь вот уже пишу саму команду. Связываюсь с журналом. Уже им пишу. Сейчас, минутку. А вот. Фотографии. И вот здесь вот уже перехожу на их сайт и уже им пишу и говорю, а вот можно мне написать, как вы думаете, ну и так далее и тому подобное. То есть вот так вот уже смотрю. Это мы делали в Science Direct. Теперь давайте я отвечу. Да, запись Zoom будет через 2 дня. Вам придет на почту автоматический email от Zoom. Ссылкой на видео, ссылкой на презентацию и ссылкой на сертификат участника. Теперь давайте я отвечу на вопрос по препринтам. То есть по лид-обзорам мы закончили. Теперь давайте отвечу на вопрос по препринтам. Здесь был конкретный вопрос. Некоторые журналы, которые предлагают подать на препринт, мол, широкая рецензия обеспечивается, и быстрее найдете журнал подходящий. Мой совет и да, и нет. Почему да? То есть да, они правы. Давайте я вам покажу на примере базы данных препринтов Elsevier. Эта база данных называется SSRN, но она не всем подходит. То есть сейчас она очень широко представлена, то есть очень много разных областей, куда можно сдать свой препринт, и по естественным наукам есть, ну, по многим. Но если, например, в биотехнологиях, там у вас есть базы данных, которые более вам будут интересны для препринтов. А зачем вообще люди пишут препринт? Давайте посмотрим на примере, опять же, я свою ключевую Circular Economy. Прежде всего люди пишут его, то есть препринт пишется, это статья до рецензирования. Препринт я пишу для того, чтобы посмотреть, что есть в мире, кто что читает, кто как делает, чтобы посмотреть на других, показать себя и посмотреть, как моя гипотеза с методологией будет жить в мире, и чтобы получить какие-то комментарии от других людей, потому что препринт – это, опять же, коммуникация, но коммуникация без рецензирования. То есть в основном это используется для того, чтобы найти соратников, найти таких же людей, как и я, чтобы сравнить наши данные. То есть это как удочку можно использовать. Как публикацию, чтобы вам зачли ее ваш KPI, я бы не советовала это использовать, потому что так вы тратите время и тратите свои данные. Опять же, если вам не хватает команды, не хватает данных, то да, можете опубликовать препринт, но вам не обязательно обращаться для этого в какую-то редакцию, например, в SSRN вы просто можете submit paper и дальше уже определять по своей области исследования там, да, как, и это бесплатно. Опять же, посмотрите, подумайте, зачем мне это нужно. И просто ответьте на вопрос «зачем?». Если ответ на вопрос «зачем?» для продвижения по службе, новые проекты, и мне нужно в KPI, чтобы мне учли это, то лучше не публиковать свои данные в препринтах, потому что потом вы не сможете эти данные
использовать, потому что они уже будут в сети, вы их сможете использовать как ссылкой на эти данные, вы сможете их использовать как вторичную обработку, но как первичные эти данные вы уже не сможете использовать. Но можно ссылаться всегда на свои данные, то есть, в принципе, в этом тоже нет никаких проблем. Загвоздить какую-то гипотезу вы хотите, какой-то ответ вы хотите загвоздить побыстрее. Это вот как раз то, что касается препринтов. Наверное, многие из вас слышали о самом известном препринте от современных казахстанских авторов. Это был препринт по исследованию по второй фазе тестирования Казвака, то, что делали на хомячках. Исследования, но их задача была, опять же, коммуникация с сообществом, потому что и местные эксперты очень много говорили комментов, то есть вы на нас делаете какой-то эксперимент, вы нам ставите Казвак, а мы даже не видели вашу публикацию, поэтому побыстрее, чтобы это шло, они вот второй этап опубликовали препринтом, потому что у них фаза исследования на людях, они долго выходила в журнал. То есть вот такая у них была задача. Опять же, смотрите, первое, отвечаете на вопрос, а зачем мне это нужно. Если ответ на вопрос KPI, то нет, я вам не советую. Если ответ на вопрос, у меня еще нет достаточно данных, я хочу пообщаться, посмотреть что-то в мире, то да. Давайте, почему бы и нет, посмотреть, поискать рецензентов, поискать сотрудничество. Но опять же, для сотрудничества можно использовать много других каналов тоже. Поэтому сначала отвечаем на вопрос «зачем?», а потом решаем, нужно мне или не нужно публиковать препринт. Опять же, SSRN – это тоже одна из баз, где можно искать людей. Вот, я посмотрела, они там что-то пишут, я нажимаю на имя автора, и вот здесь вот у меня сразу выходит контактная информация. Сейчас у меня грузится. Контактная информация, e-mail я могу получить, ну и так далее. То есть SSRN – это тоже база данных бесплатная, как и Mendeley, то есть вы в нее регистрируетесь, подписка вам не нужна. Подписка нужна, если вы в месяц вам нужно больше 5 контактов смотреть, тогда вам нужна подписка. Так, в принципе, не нужна. Как в Scopus найти идентификатор автора? Заходим в профиль автора. И вот здесь вот ID. Вот он, Scopus ID. Сіздің бірінші және осы соңғы сабағыңызға да, сіз қатысаңыз, даже 5 минут қатысаңыз, сіздің почтаңызға бүкіл ссылкалардың барлығы келеді. Поэтому сіздің почтаңызға ссылкалар и бірінші сабақ бойынша, и осы семинар бойынша келу керек. Келмесе, онда менің почтама жазсаңыз болады. Если есть еще вопросы. Да, большое спасибо про вопрос по препринтам, потому что это как раз сейчас очень такой острый вопрос. Многие задаются этими вопросами. И в Scopus, кстати, есть сейчас измерительные документы, то есть цитирование от препринта не идут в Scopus, но я могу увидеть, если кто-то написал препринт. Как привязать ORCID? Отлично. Вот, например, у этого исследователя привязан ORCID. Я захожу в свой профиль, нажимаю на эту кнопку, но прежде чем нажать на эту кнопку, очень важно сначала зайти в свой ORCID. То есть вот, если у вас нет, то вы создаете, если у вас есть... Сейчас. Просто свой пароль почему-то не помню, но давайте попробуем. Да. Сначала заходите в свой ORCID, заходите в свой профиль, создаете профиль. Чтобы создать профиль, там просто нужен e-mail и пароль. После того, как зашли, нажимаете в свой профиль в Scopus, нажимаете вот здесь вот будет кнопочка «Привязать ORCID к Scopus». После того, как вы нажали эту кнопочку, система сама все соединяет.
Да, после препринта надо существенно дорабатывать статью и добавлять новые данные, и потом подавать в журнал. Еще раз, как получить сертификат. У вас, то есть в сертификат придет, то есть вам придет письмо с ссылками на сертификат. Давайте я покажу, как это. То есть у меня этого письма нету, и оно мне не приходило. Но вот такой текст вам придет. Вот такой вот текст вам придет. Вот ссылка для получения сертификата, в виде инструкция, ссылка на презентацию, ссылка на видео. Ну и вот, чтобы получить сертификат, сначала я захожу на сайт Research Academy, или если я уже зашла в Scopus, я вот сижу в своем Scopus, и то есть у нас вот эти все системы, они между собой прошиты. Если вы зашли в одну систему, то все, вы дальше то есть невидимо заходите в другие системы, потому что они все между собой прошиты. Поэтому если я уже сижу в своем Scopus, то мне не нужно заходить в Research Academy. Если я не сижу в своем Scopus, то мне нужно зайти. То есть, например, я сижу в Scopus, я прохожу по ссылке. Прохожу по ссылке. Отвечаю на анкету. Ну, я сейчас на анкету не буду отвечать. Сейчас давайте я себе. Сейчас, минутку. Время. Да, вот после того, как вы ответили на анкету, у вас приходит вот такая вот, выходит страничка. Вот здесь вот вам он предложит sign in, если вы не зашли в свой кабинет. И вот здесь вот вам нужно будет ставить тот код, который у вас здесь пришел. Вот он код. Его важно ввести без пробелов, отправить, и все. То есть теперь нужно ждать 3 минуты, он 3 минуты создает этот сертификат. Вы можете зайти в свой профиль. И вот здесь вот он через 3 минуты у вас появится. И все сертификаты сохраняются у вас в профиле. Что такое ORCID? ORCID – это ИИН для ученого. То есть вот то же самое, как у вас есть ИИН, удостоверение гражданина Республики Казахстан и ИИН гражданина Республики Казахстан. Это то же самое ORCID. Это международный сайт, который ни от кого не зависит, никому не относится. То есть к Scopus он не относится вообще. Вы там регистрируетесь, он дает вам номер. И этот номер вам нужен для того, чтобы, если у вас, например, ошибки бывают с фамилией, иногда журналы пишут вместо фамилии имя и вместо имени фамилию, потому что, все имена отличаются, журналы международные не всегда знают, какое имя, какая фамилия. И у вас тогда Scopus вас будет видеть как 2 разных автора. То есть в одном автор у вас имя Марина, фамилия Нугман, а в другом профиле у вас имя Нугман, фамилия Марина. А для Scopus вы 2 разных человека, но если вы при подаче своего манускрипта будете указывать свой ORCID, для Scopus вы будете вот эти цифры. И тогда он вот эти цифры, если совпадают, то вот ваш профиль будут заходить все статьи, которые написаны под этим ORCID. То есть ORCID – это ИИН, под который можно собрать все свои документы, и которые публиковались в Scopus, и какие-нибудь там любые, там, ККСоновские статьи вы тоже можете загрузить. То есть все, что угодно, это как ваш электронный CV плюс с номером, с индивидуальным идентификационным номером. Журнал присылает ли DOI для нашей статьи. Журнал должен дать DOI статье. Обязательно. Если не дает, то значит что-то не так с этим журналом.
Ну, если он индексируется в Scopus. То есть есть журналы, которые пока еще не дают DOI, но они не индексируются в Scopus. Scopusқа мақала жазудың талап ережесін қайдан ала аламыз? Это 3-ші күнді қарасаңыз, сол жақта біз көрсеттік. Журналдың сайтында таба аласыз. Рейтинг журнала Shimago, да, они берут данные Scopus, но они измеряют свой показатель. То есть в Scopus мы видели сайт-скор, Shimago идет CGR. То есть свой показатель, своя метрика. Scopus сайтына кіру үшін міндетті түрде Әл-Фараби кітапханасына баруым қажет пе, әлде үйде отырып аша аламыз ба? Бірінші рет кіргенде удаленный доступ алу үшін, яғни толығымен Scopusты дұрыстап пайдалану үшін, сіз алдымен библиотекаға барып, сол жақта тіркелуіңіз керек, және де библиотекадағы электрондық ресурстарға жауап беретін адамға барып, солардан сұрасаңыз, маған удаленный доступ керек деп. Өйткені үйге барсаңыз, библиотекада тіркеліп, бірақ та удаленный доступ алмасаңыз, үйде отырып, сіз Scopusқа кіре алмайсыз. Оларды тіркедім деген еді. Жарайды, онда библиотекадан сұрасаңыз болады. Другие вопросы? Если нету вопросов, то на сегодня это все. Это наша с вами последняя лекция в цикле. Да, следующий цикл будет на казахском языке. И уже дальше, если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, отправляйте это на email библиотеки, и библиотека уже будет формировать по запросам семинары. Спасибо большое за участие. До свидания.